Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в заседании Совета старейшин ОТГ. В Туркменистане готовятся к Международному дню нейтралитета. Предновогодняя торговля стартует в Туркменистане с 5 декабря и другие новости. В Туркменистане будет проведен международный тендер по аудиту финансовой отчетности банковских учреждений. Об этом было объявлено на очередном заседании Кабинета министров. В Ашхабаде идет масштабная подготовка к предстоящему Международному дню нейтралитета. Особое внимание уделяется благоустройству и праздничному оформлению туркменской столицы. Город украшается красочными лозунгами и символикой, посвященной 29-й годовщине нейтралитета страны. В преддверии празднования Нового года с 5 декабря в городах Ашхабад и Аркадак, а также в вилаятах Туркменистана стартует праздничная торговля. Кроме того, по всей территории страны планируется организовать более 850 передвижных торговых точек. В ходе заседания Кабинета министров президент Сердар Бердымухамедов распорядился принять необходимые меры для полного удовлетворения потребностей населения в различных товарах на рынках. 16-е заседание Совета старейшин Организации тюркских государств с участием национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Гурбангулы Бердымухамедова состоялось в Будапеште. Как известно, Совет старейшин – консультативный орган Организации тюркских государств, в состав которого входят старейшины стран-членов ОТГ, назначаемых из числа видных общественных деятелей. Национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов – член этого совета с апреля 2022 года. Пятое совещание министров иностранных дел Китая и стран Центральной Азии пройдет с 30 ноября по 1 декабря в китайском городе Чэнду. Мероприятие состоится под председательством министра иностранных дел КНР Ван И. Как сообщает агентство Синьхуа, в совещании также примут участие министры иностранных дел Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. С 2025 года на лондонской неделе моды будет полностью запрещено использование шкур экзотических животных. Отныне дизайнеры, участвующие в показах, должны будут исключить из своих коллекций шкуры крокодилов, аллигаторов и змей. Это продолжение курса на экологичность после введенного в 2023 году запрета на использование меха. Фонд защиты китов обнародовал статистику гибели морских млекопитающих в морях и океанах. В текущем году по вине человека погибло более 50 тысяч животных, половину которых составляют китообразные. Зоозащитники подчеркивают критическую необходимость расширения охранных зон и принятия срочных мер по защите уязвимых популяций. Туркменский боец смешанных единоборств Давлетжан Яхшимурадов нанес поражение американцу Импе Касанганаю в финале Гран-при PFL в полутяжелой весовой категории. Поединок прошел на турнире в Саудовской Аравии и закончился нокаутом в первом раунде. За победу туркменский спортсмен получит $1 миллион. 9 медалей различного достоинства завоевали спортсмены Туркменистана на состоявшемся в Казани 22-м чемпионате мира по борьбе на поясах. Соревнования собрали около 270 спортсменов из 35 стран. По итогам всех видов состязаний туркменские спортсмены завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых медалей. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.